Как сделать жизнь в арктических зонах комфортной и привлечь туда потенциальных инвесторов? Эксперты Минвостокразвития представили новый законопроект. В Якутске открыли МФЦ для предпринимателей. Теперь бизнесмены смогут оформить 127 услуг в одном месте. Оторванная ручка-тросик, разбитый спидометр и сорванные накладки. Откровенный акт вандализма проявили нерадивые гости парка по отношению к подарку нерюнгринским детям. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Как сделать жизнь в арктических зонах комфортной и привлечь туда потенциальных инвесторов? Эти задачи должен решить новый законопроект, который презентовали эксперты Минвостокразвития. Осенью документ планируется представить в правительство, пока его обсудили депутаты Госдумы. Законопроект предусматривает серьезные налоговые преференции для компаний, которые хотят вложить деньги в освоение Арктики. Также в документе прописана поддержка малого и среднего бизнеса, упрощенное оформление земельных участков и сокращение количества проверок. Чиновники предлагают помогать предпринимателям и в создании транспортной инфраструктуры. Но у собравшихся экспертов к этому законопроекту возникло много вопросов. Депутаты предложили дополнить документ разделом, посвященным сохранению экологии Севера. Также законопроект не предусматривает создание социальной инфраструктуры и не учитывает интересы коренных народов Севера при разработке новых месторождений. В Минэкономразвития пообещали, что прислушаются ко всем предложениям перед тем, как представить проект в правительство. Тем временем в Якутске открыли МФЦ для предпринимателей. Специализированный офис для представителей бизнеса рассчитан на 12 окон, которые обеспечат бизнесменам доступность государственных и муниципальных услуг. Каких конкретно, расскажет Саргалана Федорова. Вместо томительного ожидания 5 минут в очереди. Теперь без лишних трат нервов и времени представители бизнеса смогут оформить 127 услуг в одном месте. Это не только государственные и муниципальные услуги, но и целый комплекс сопутствующих. Прежде всего, это услуги ресурсоснабжающих организаций по технологическому присоединению и по мерам поддержки. Например, у нас заключено соглашение с корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Здесь можно проконсультироваться, зарегистрироваться на сайте бизнес-навигатора и получить иные виды услуг. Специализированный офис МФЦ для предпринимателей площадью 220 квадратных метров расположился по адресу Ярославского, 37. Поработав до этого в тестовом режиме, офис успел обслужить порядка 100 человек. Евгения Федорова пришла сюда уже не в первый раз. МФЦ для Евгении практически второй личный офис. Очень приятно в нем находиться. Все как полагается. Буквально 5 секунд прошло, нет, как мы талон взяли, сразу вызвали. Раньше ходили на Амосова, на Лермонтова. Так как мы юридические лица, теперь будем ходить сюда. Специалисты готовы обслуживать в неделю по 700 представителей бизнеса. У них можно получить консультацию по оформлению сделки с недвижимостью, о программах господдержки и закупках. Все в режиме одного окна, будь то регистрация бизнеса, предоставление сведений налоговой службы или оформление земельных документов. Здесь во избежание очередей действует предварительная электронная запись, так же, как и в остальных офисах МФЦ. Приходите и берете ваш талон со стойки помощи и можете сразу подойти на обслуживание. В республике сегодня количество МФЦ увеличилось до 45. Первый офис, предназначенный для работы с представителями бизнеса, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности региона, развитию малого и среднего предпринимательства. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. В Якутске состоялось торжественное открытие спортивно-адаптивной игровой площадки «Солнечный остров». В 2017 году по инициативе неравнодушных граждан и при поддержке мэра, а ныне главы Якутии Айсена Николаева, была заложена идея строительства площадки для людей с ограниченными возможностями. Главная цель проекта – создание максимально комфортной социализации детей в обществе. Отмечу, что в Якутске это первая спортивно-адаптивная площадка. Мы уже готовы к торжественному открытию. Для детей с возможностями здоровья полными, ну и так и для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Продолжает непосредственно вот эту вот традицию по созданию этих комфортных зон для всех групп населения, которые проживают у нас на территории. Безусловно, мы будем продолжать строительство подобного рода площадок в целом по республике. У каждой из них будет свое лицо, а вот у этой площадки такое прекрасное название, как «Солнечный остров». Я думаю, оно себя оправдает.
Но это не единственное яркое событие. На новой площади Ворота Якутска проводят первый в Якутии фестиваль республиканского масштаба. Сегодня проходит открытый мастер-класс от известного в мире стрит-арт художника. И прямо сейчас там находится наш корреспондент Руслан Варламов. Руслан, тебе слово. Да, действительно, известный по всему миру английский стрит-артом художник Пол Ароэ Барроу сегодня работает над росписью скейт-парка на новой площади Ворота Якутска. Отмечу, что художник приехал в Якутию специальным гостем и на первый республиканский фестиваль современной культуры «Лето Якутии». Ольга. Сколько всего арт-объектов планируют создать и в каких городах республики? В рамках фестиваля будет создано порядка 20 арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры, инсталляции в общественных пространствах в городах, как Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный и во многих других городах и селах нашей республики. Ольга. Руслан, а вообще какая главная цель у организаторов фестиваля? Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и селах нашей республики. Созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям. На этом у меня все. Ольга. Спасибо большое, Руслан. Я напомню, на прямой связи с нами был наш корреспондент Руслан Варламов. Револьвер, гильзы, гранаты и снаряд представили на выставке, посвященной 125-летию Ивана Строда. На легендарной местности Сосыл-Сысы Амгинского района в 1923 году состоялся знаменитый бой отряда красного командира Ивана Строда против белой дружины генерала Пепеляева. Красная армия в зимние морозы выдержала 18-дневную осаду белого отряда. Отряд Строда задержал наступление на Якутск и таким образом дал возможность собрать группу для разгрома белых войск. Отмечу, что кроме гранат есть шахматная доска самого красного командира, книги и, что самое уникальное, китель участника обороны Александра Бодяги. Все эти экспонаты привезли из Амгинского музея «История гражданской войны». Наш музей был создан участниками и героями гражданской войны по инициативе участников гражданской войны в 1965 году. Выставка будет работать месяц. В конце прошлой недели члены клуба «Мотопатриот» сделали подарок нерюнгринским детям, но нерадивые гости парка не оценили их старания. Установленный в городском парке культуры и отдыха советский тяжелый мотоцикл «Урал» в новом оформлении в виде яркой и красочной малоархитектурной формы буквально сразу же решили испытать на прочность. Мотоцикл стал объектом откровенного вандализма. Оторванная ручка, тросик, разбитый спидометр и сорванные накладки. К сожалению, таких примеров в городе немало. От рук вандалов страдают скверы, парки, новые лифты и отремонтированные подъезды. Эта ситуация, конечно, очень расстроила, огорчила. И хотелось бы обратиться к жителям нашего города, к родителям, к детям, к подросткам. Пожалуйста, не ломайте, не разрушайте то, что было создано с большой любовью для вас, для ваших детей, для гостей нашего города. Хотелось бы, чтобы мотоцикл остался достаточно долгое время в том виде, в котором он сейчас пока еще есть. Нам пишет очень много расстроенных родителей, что не успели еще привести своих детишек в парк поиграть, и уже произошел такой неприятный инцидент. Очень надеемся, что он будет последний, и больше подобных ситуаций не повторится. Таковы были новости к этому часу, а мы продолжаем следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.